Министр обороны Польши Мариуsz Błaszczak заявил об очередной победе руководства страны над возможной агрессией. Для войска польского будут приобретены американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Это вооружение обеспечит Польше безопасность и послужит тому, что восточный фланг НАТО будет защищен, смело заявил глава оборонного ведомства республики. Переговоры Варшавы с Пентагоном велись несколько лет, правда первоначально Варшава хотела 3 дивизиона, но Сенат одобрил лишь продажу одного. Таким образом, польская армия получит 20 пусковых установок с системами управления огнем и 300 боеприпасов к ним. Стоимость контракта оценивается в 414 миллионов долларов. К слову, главной целью этих политических событий является противостояние нарастающему влиянию Китая и Ирана в Центральной Европе. Следует подчеркнуть, что польские военные эксперты подвергли острой критике анонсированное Błaszczakiem успешное завершение переговоров по покупке РСЗО. Контракт значительно отличается от первоначальных положений программы «Хамар», которая должна была стать одной из наиболее важных программ модернизации для польской армии. Условия программы не были выполнены, потому что ввиду высоких затрат и сложных переговоров Министерство обороны Польши изменило свой подход к ее реализации. В результате же, согласно контракту, пусковые установки РСЗО HIMARS будут сопряжены с американской системой управления огнем АФА-ДТЭС, а не с польской ТОПАЗ. Кроме того, эксперты едины во мнении, что контракт не принесет никаких выгод польской оборонной промышленности, потому что вопрос о частичном трансферте технологий уже не стоит, так же как и об использовании для РСЗО польских шасси, Елч. Интересно, что Минобороны не представляет полной информации о количестве и классификации закупаемых ракет. РСЗО HIMARS способна стрелять несколькими типами ракет, управляемыми реактивными снарядами GMLRS, Унитары и альтернативе Warhead, на дальность более 70-80 км или управляемой баллистической оперативно-тактической ракетой ЭТКМС на дальность более 300 км. Вместе с тем у Польши пока нет всех элементов, необходимых для формирования полноценного дивизиона. В состав дивизиона обычно входят 18 пусковых установок и также автомобили обеспечения, в том числе машины подвоза боеприпасов и эвакуации, которых у войска польского нет, и планы об их приобретении не сообщались. Закупка дополнительно необходимой техники может обойтись Варшаве в весьма круглую сумму, о которой Błaszczak предпочитает не упоминать.
Напомним, что это уже не первая дорогостоящая, частичная, покупка Варшавой вооружения у Вашингтона. Вразрез с первоначальными планами куплены ЗРК «Патриот», 2 батареи вместо 8, и вертолеты, 4 из 50. По мнению военных, причина в некомпетентности и политической мотивированности руководства страны. Польское военно-политическое руководство не первый раз покупает вооружение у США быстро и дорого, обрекая страну тратить намного больше, чем прописано в контрактах, так как образцы вооружения продаются с обременением, за дальнейшую эксплуатацию, обслуживание и ремонт этой техники необходимо будет и дальше платить. Между тем, все свидетельствует о том, что в год парламентских выборов ничто не остановит правящую в Польше партию «Право и справедливость» перед демонстрацией воплощения в жизнь своих предвыборных лозунгов, в которых ставка сделана на развитие военного сотрудничества с США. Однако политики забывают, что такой подход втягивает Польшу в гонку вооружений и делает целью ответного удара.